Необходимость разработки стратегии развития туризма на территории СКФО была озвучена председателем правительства России Дмитрием Медведевым на заседании правительственной комиссии в Пятигорске, после чего процесс пошел. Что сделано на сегодняшний день, рассказал советник министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Станислав Аристов. Определены приоритетные и перспективные виды туризма. Это горный туризм, который включает в себя горнолыжный и активный. Горнолыжный в зимний сезон, активный летом, лечебно-оздоровительный туризм, культурно-познавательный и пляжный и морской туризм, в том числе круизный, перспективы которого очевидны на побережье Каспийского моря. Мы руководствуемся разработанной уже и принятой стратегией развития туризма на территории Российской Федерации, а также всем действующие государственные программы социально-экономического развития Северокавказского федерального округа. Аристов добавил, что хороший результат в развитии туризма и привлечении интереса туристов приносит образование совместных туристических поездок по субъектам округа. Созданный в Ингушетии туристический тур по регионам СКФО «Чайный экспресс» является тому подтверждением. Как рожденный на территории Республики Ингушетия межрегиональный проект «Чайный экспресс» показывает, что когда субъекты, указывая на свои визитные карточки, каждый показывает уникальность своего туристического потенциала, но в целом работают в командные сважины, позволяет сэкономить бюджетные ресурсы субъектов СКФО, а также концентрировать активность, в том числе по линии продвижения и привлечения туристического потока без размыва их по территориям. Потому что, как вы знаете, разницу между одной республикой и другой для туриста из Чехии, он как бы не владеет, поэтому, но при этом бренд Северного Кавказа, он востребован. Вот именно поэтому комплексный подход мы и включили в свою стратегию. Жду от близкой мне Республики Ингушетии активной позиции, конечно же, и чтобы мы вместе с вами определили именно те якорные дестинации и перечень мероприятий, необходимых для их развития. Глава Ингушетии отметил, что за последние 10 лет республика добилась небывалых результатов в развитии туризма. В основном большее внимание уделялось горному туризму. Так в регионе построен всесезонный горнолыжный курорт Арымхи, где созданы все условия для отдыха. Только за прошлый год курорт посетили более 45 тысяч туристов из регионов страны. Прирост туристов хороший, если брать там и по с 10, с 11, 12 года. Уже оно исчисляется десятками тысяч, а не так, что сотнями, как у нас было в свое время. Глава также добавил, что поток туристов в Ингушетии может увеличиться в 2 раза. Для этого нужно включить заповедник Эрзик и Жайравско-Асиновский музей-заповедник в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, а также завершить работу по приданию аэропорту Магаз статуса международного. Хотим Жайравский район, вот эти памятники нашей архитектуры, все-таки внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Мы над этим сейчас работаем, будем работать и добиваться будем того, чтобы этот район вошел в целом. Почему? Потому что это огромный труд наших предков, и нам хочется это все, конечно, сохранить. Одним из таких направлений по развитию туризма, в том числе мы работаем над приданием статуса международного аэропорта Магаз. То есть со всех направлений мы работаем. Мы уже за последние несколько лет на равнинной части Ингушетии установили более сотни различных памятников или памятных мест в том числе. Это тоже такие привлекательные вещи. И я думаю, что маршруты с каждым годом будут меняться, и это будет лучше. Юнусбек Евкуров также отметил ряд трудностей, с которыми Ингушетия сталкивается в процессе развития туризма. Глава подчеркнул, что республике нужна финансовая помощь для содержания круглогодичного курорта Арымхи. А построенные на его территории 2 бассейна, по мнению главы, должны стать базой для подготовки сборной страны по плаванию. Мы первые в округе поставили подъемник, сделали горнолыжную трассу, сделали 2 великолепных бассейна, один крытый, один открытый, 25-метровые. Здесь тоже вопрос по бассейнам, один с трамплином в том числе. И одной из таких задач было, мы привлекали туда Федерацию плавания России и представителей Министерства спорта России. Одной из задач было привлечь туда, чтобы этот бассейн могли бы окупаться и зарабатывать, привлечь туда в том числе сборные страны для тренировок. Почему? Потому что наши сборные выезжали, до сих пор выезжают за границу для сборов, да?
Понятно, что там не 50-метровый бассейн, но все равно 25 метров тоже хорошо. И сделали ряд других направлений. И велобайки, и мотобайки. Мы буквально за 8 или 10 месяцев это все сделали, освоили. Ну, в итоге все равно получается на выходе какой-то поддержки так мы и не получили. Это тоже один из вопросов, надо будет как-то посмотреть по этому поводу, пересмотреть эти взгляды и каким-то образом поддерживать регионы. Потому что мы же сколько лет вот сейчас бьемся с этим, совещаемся, разговариваем, а на выходе как бы ничего не получается. Может, сейчас с учетом изменения и статуса КСК, изменением и политики, и тем более, если мы сейчас стратегию делаем, то просил бы здесь увидеть, в том числе и республику, я за другие регионы не буду говорить, и в какой-то степени процентном соотношении, может, там мы будем отличаться по количеству средств, которые нам выделяются на поддержку с другими регионами, с развитыми, да, согласен, но тем не менее, с какой-то процентом, чтобы Республика Ингушетия тоже участвовала в этих проектах. Юнусбек Евкуров отметил, что без поддержки Минкавказа и государства в целом трудно идти вперед. Он попросил замминистра по делам Северного Кавказа поддержать регион и включить в республиканские проекты по развитию туризма в ближайшие планы государственно-частного партнерства при реализации стратегии. Когда создавалась организация и начиналось движение по развитию курортов Северного Кавказа, там четко были прописаны, в том числе снять напряженность в целом на Кавказе, показать наши возможности, и с другой стороны представить Кавказ, все регионы Северного Кавказа. Второе, создать рабочие места дополнительно в том числе. Третье, социальную напряженность снять, ну и ряд таких вещей. Но потом получается так, что ряд регионов эту помощь какую-то там получает, а ряд регионов эту помощь не получает. И поначалу вообще было так, что и мы, как Ингушетия, и не буду другие регионы назвать, вообще не были там в самом даже проекте развития курортов Северного Кавказа. Нам пришлось там долго-долго с этим бороться и доказывать. И нам кажется, что каждый регион должен получить какую-то частичную помощь, поддержку тех наших начинаний внутри регионов, ну и тех инвесторов, которых мы привлекаем. Мы работаем над стратегией развития туризма в соответствии с поручением председателя правительства, которое он дал на последнем заседании правкомиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа о том, что необходимо разработать такую стратегию. Потому что, как вы правильно отметили, есть много очень общих проблем, начиная от продвижения, просто никто не знает о том, как можно хорошо и интересно провести время на Кавказе, до того, что ресурсы не только по программе СКФО, но и по другим государственным программам должны как-то сконцентрированы быть и направлены на решение конкретных задач. И вот благодаря концентрации усилий и выявлению еще и самых острых проблем и самых перспективных направлений нам получится правильно создать точки роста туризма на Кавказе. Буду стараться. На совещании в Магазе также обсудили стратегию развития особо охраняемых природных территорий и развития сельского туризма. У обоих этих видов отдыха, по мнению участников совещания, в республике большое будущее. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.